Добрый вечер. Заждались мы с Александром Григорьевичем, заговорились, много вопросов. Я слушаю, пожалуйста. Владимир Владимирович, вопрос такой. Дело в том, что мы понимаем, что у вас был насыщенный визит, он был посвящен обширной повестке ЕАЭС, но все-таки новости происходят каждую минуту. И вы знаете про историю с дроном, который залетел на территорию только что Румынии. мне сказали. И, соответственно, вопрос такой, почему европейцы, которые так обостряют риторику вокруг этой истории, почему они не сбили этот дрон? Вот вы знаете, может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. И если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы то, вот исходя из того, что я знаю. Итак. Антон Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят нет, все понятно, об этом. что не говорят, что вот какой почему дрон? они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который я даже не связывают понимаю, с Россией, который залетел туда? Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ? Что он наш. Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии. Да. В Румынии говорят о том, что это российский дрон. Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон? Об этом заявляют многие в Европе. Многие это никто. Конкретно имена. Урсула фон дер Ляйен. Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло. Владимир Владимирович, Антон Верницкий, Первый канал. И все же подведите итоги своего государственного визита в Казахстан. И еще, много было подписано документов, в том числе и о строительстве атомной электростанции здесь, в том числе с выделением государственного экспортного кредита России на финансирование этого строительства. Выгодно ли это России строить за наши же деньги? Казахстан все-таки богатая страна, судя по тому, как нас здесь принимают. Спасибо. Во-первых, наши условия финансирования объектов подобного рода ничем не отличаются от подобных операций и от подобных сделок в других регионах мира. Это стандартная международная практика. Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяются соответствующие кредиты. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта, в данном случае экспорта услуг и товаров. И, безусловно, это нам выгодно, имея в виду, что мы тоже не погружаем, не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну, даем их с процентами, как водится во всех таких случаях. Процент это, правда, вполне приемлемый, отвечает всем сегодняшним международным стандартам и требованиям. В-третьих, мы загружаем свои собственные заводы этими заказами.
Мы потом в дальнейшем принимаем участие в обслуживании, в поставках оборудования, запасных частей, в поставках топлива и так далее. Для России это еще и выгодно, потому что у нас с Казахстаном долгосрочное сотрудничество в области уранового сырья, и для нас это выгодно, потому что Казахстан является одной из крупнейших стран, в которой находятся крупнейшие месторождения урана. Для Казахстана это тоже выгодно, потому что логистика совсем близкая. Мы являемся партнерами в области ядерной энергетики, только что об этом сказал. И это тоже Казахстану выгодно, иметь дополнительное движение в этом направлении. Быть не только поставщиком сырья, но и получать высокие технологии. И это очень важно для всех наших партнеров и для Казахстана тоже. Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе. Не помню, сколько в отношении Казахстана, как это выглядит, но, как правило, как минимум 25% всех работ, которые происходят при строительстве подобных объектов, мы отдаем нашим партнерам. Мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо. Мы договариваемся, вот вчера еще Касым-Жомарт Кемелевич поднял вопрос о том, чтобы мы вместе думали о том, как обеспечивать эту электростанцию топливом соответствующим. И это немаленький объем. 20% энергопотребления Казахстана будет обеспечиваться по итогам или работой атомной электростанции. Выгодно со всех сторон. Мы долго над этим работали с обеих сторон, искали компромиссы, взаимоприемлемые развязки и нашли. Это была большая, солидная работа. Она выгодна как России, так и Казахстану. Виктор Синек, Минсоцвестия. Да, был вопрос по итогам. Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас же рекордный товарооборот за 20 миллиардов долларов уходит и имеет хорошие тенденции к росту. Мы обозначили приоритетные направления нашего сотрудничества по всем важнейшим направлениям. Ну и самое главное, обозначили 7 базовых направлений нашего сотрудничества. Здесь не последнее, может быть, можно сказать, может быть, даже ведущую роль играет сотрудничество в области гуманитарных связей. Все-таки сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение, потому что это создает очень важный в современных условиях и на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами. Мы, вот как вы знаете, дали старт новому проекту, образовательному проекту по поиску и подготовке одаренных детей на примере и с помощью Сириуса. Будем делать это в Казахстане. Мы очень благодарны президенту Казахстана за его внимание к развитию русского языка, за поддержание его на официальном уровне. Во всех государственных учреждениях русский язык применяется, и никто от этого не страдает, наоборот, только это приветствуется. Президент Казахстана человек с богатым опытом международной работы, он был зам генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и, конечно, он понимает значение владения иностранным языком, но уж в рамках наших отношений с Казахстаном, когда мы длительное время находились в рамках единого государства, и русский язык являлся в Советском Союзе языком межнационального общения, конечно, он считает, что это важно, он это поддерживает, но русский язык является официальным языком Организации Объединенных Наций.
Это очень важно с учетом растущего товарооборота. Вы знаете, так примитивно выглядит, но чем больше у нас экономических, хозяйственных связей, тем больше востребованности в языке. Поэтому для того, чтобы и экономику развивать, это тоже очень важно, следует поддерживать русский язык. И президент Казахстана не только понимает, он реальные шаги делает для того, чтобы создать соответствующие условия. Поэтому я считаю, что все цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты, и мы довольны результатами этой работы совместной. Виктор Синеок, МИЦ «Известия». Вопрос обсуждался и на саммите, и в кулуарах здесь широко. Армения. Скажите, пожалуйста, что дает этой стране участие в ЕС, в чем ее выгода, и что ее ждет, что она потеряет в случае вот этой временной заморозки ее членства в организации? Знаете, это вопрос ожидаемый. Я говорил об этом на узком составе, и я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства. Сказал, что у нас разговор по этому вопросу может быть только откровенный, только искренний и абсолютно открытый. Я сейчас скажу, о чем я говорил на нашей встрече, назову прямо один пункт за другим. Ну и наш армянский коллега, вице-премьер армянского правительства, сказал, что да, он считает, что это правильно, об этом нужно именно честно и откровенно говорить. Но перед тем, как я начну отвечать на ваш вопрос, я прямо по пунктам записал то, о чем вы меня сейчас спросили. И не перед конференцией, я это сделал на совещании в узком составе. Но секретов нет, наоборот. Я считаю, что все должны об этом знать. Но перед тем, как сказать это, я вот хотел бы что заметить, что считаю чрезвычайно важным. Русский и армянский народ связывают узы дружбы без всякого преувеличения. И узы особых отношений на протяжении столетий. У нас особые отношения России и Армении, России и армянского народа. Я и Николаю Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет. Это и какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Все нужно посчитать, внимательно посмотреть и сделать решение, и принять решение. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные. Это доступ на рынок означает. В России, еще Советского Союза, а значит и для всех стран Евразес сегодняшних, нормы, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты. Ну, не хотят. И мы вынуждены это учитывать. Нет таких глубоких пока исследований по последствиям для человека принятия поедания этих продуктов. В технические нормативы разные совсем. Какие-то механизмы у нас можно будет продать, какие-то невозможно. Даже по маркам стали и так далее. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы. Они не могут вместе существовать. Это не значит, что мы против. Мы за. Но это требует времени и капиталовложения. Потому что, чтобы обеспечить, скажем, какие-то стандарты в Европе, которые, наверное, более продвинутые, чем у нас, мы должны инвестировать деньги в то, чтобы создать производство
по таким продуктам. И наоборот, кстати говоря. Значит, поэтому вот прямо сегодня на завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть. Вот вы спросили, в чем преимущество? Мы так видим эти преимущества. Может быть, кто-то посчитает, что этого нет. Это вопрос для дискуссии. Но в чем мы видим, и не только Россия, но и все другие участники Евразес, в чем видят преимущество от вхождения и укрепления этого союза? Первое – это доступ к большому и защищенному рынку всего Евразес, и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие, как я уже сказал, технические и фитосанитарные нормы. Это тоже доступ на рынок. Так? Упрощенная логистика. У нас нет общей границы, но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров, да и услуги предоставлялись экономически наиболее выгодным образом. Сейчас я еще об этом скажу, что это значит. Значит, низкие цены на энергоносители. 600 евро в Европе и 150 с небольшим для сколько, я уже не помню, но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения. То есть не впрямую из России. Представители армянского бизнеса инвестируют фактически из России, через третьи инструменты. Значит, то есть 86% это не все, на самом деле это гораздо больше. А после встречи, скажем, в Ереване, европартнеры пообещали инвестировать 2,5 миллиарда евро. Как инвестируют, когда инвестируют, это еще надо посмотреть. Но 2,5 это все-таки меньше, чем 4,9. И плюс еще непрямые инвестиции, фактически тоже российского капитала. Так, теперь участие в соглашениях о свободной торговле. Они тоже будут закрыты. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Что это такое. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Сейчас про транспорт скажу дополнительно. Это дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты. Это значит, для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше 5 лет. И так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Так, теперь восстановление, придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к
повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Много это, немало. Это другой вопрос. Но все-таки надо все это взвесить, посмотреть. Вот если взять последние 3 года, 23, 24, 25 годы, значит, как выглядел ВВП России? 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году 1%. За 3 года 10,3% роста. ЕС 0,4, 1,1, 1,5 соответственно. А теперь Евразес. 23 год 4,3%, 24 год рост составил 5%, и 25-й 1,7%. За 3 года 11,4%. Вот одно объединение за 3 года дало прирост своей экономики 11,4%, а другое объединение 3% рост. Ясно, что в Европе все может быть посложнее, по разным совершенно соображениям. Это высокотехнологичная экономика. От базы надо считать, и от нашей, и от их базы. Но тенденция все-таки вот такая. Все-таки здесь ускоренные темпы роста. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей, премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения, в Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше. Владимир Владимирович, телеканал РИА «Звезда». Новости. Давайте. Ну, пожалуйста. Телеканал «Звезда», программа «Главная», Борис Иванин. Если позволите, все-таки о главных темах вашего визита сюда, в Казахстан. Да. Вы вчера участвовали в заседании Евразийского экономического форума. Мы следили за этим. И главная его тема, как мы все помним, ставка на искусственный интеллект в условиях глобальной цифровой гонки. Вот про искусственный интеллект Александр Григорьевич вчера сказал, что это хайп, такое молодежное словечко. Но если без хайпа, по факту, что называется, в этой цифровой гонке глобальной мы, Россия, на каких позициях? Это, во-первых, и вы вчера говорили про конкретные проекты, которые уже реализуются в Москве, в частности, на скорой помощи, внедрение искусственного интеллекта. Вот какими еще разработками, проектами мы готовы поделиться с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, в том числе и с Арменией, пока что она там, чтобы вместе быть, так сказать, на высоте, чтобы у нас был технологический суверенитет. И, конечно, мы понимаем, что это особенно важно сейчас в условиях санкционного давления Запада. Спасибо. Я привел этот пример с московской скорой помощью. Просто, знаете, сходу, что называется, это не по тексту было, это просто то, что мне захотелось сказать. И в московской медицине это не единственный пример применения искусственного интеллекта. Ну, наверное, вы знаете о центрах по всяких там рентгеновских, ну, условно рентгеновским съемкам, когда эти снимки собираются со всей Москвы, направляются в один центр, а там узкие специалисты делают оценки и опять рассылают. Это минимизирует временные затраты, повышает качество обслуживания населения. И таких примеров много на самом деле. Мы, в принципе, хорошо продвинулись с точки зрения развития беспилотного транспорта. У нас хорошо работают очень эффективные наши торговые площадки, а теперь на их базе создаваемые торговые, электронные, имею в виду, там Озон, Wildberries, но на их базе создаются уже финансовые институты и так далее. Но это далеко не все. И в промышленности мы все чаще и чаще используем, и в науке, в образовании применяются эти инструменты. Здесь очень важно сохранение суверенитета. Россия, наверное, одна из немногих стран, ну, я бы сказал даже одна из 3, которые имеют шансы и развивают суверенный свой искусственный интеллект.
Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы. Да, наши китайские друзья бесплатно раздают эти, первоначальную формулу, эту базу, на которой потом можно строить все остальное, приложения там, и так далее, и так далее. Но это хорошо, и мы это используем. Ну, скажем, некоторые наши компании прямо говорят, да, мы взяли, мы договорились, мы это используем. А некоторые говорят, нет, мы будем создавать свою изначальную, первоначальную форму. Так делает Сбербанк, например. Это требует денег. Это требует больших капиталовложений. Но это и есть суверенная платформа, на которой все строится. И это есть как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны, безопасности, в сфере государственного управления. И вот мы одна из немногих стран, которая это делает. Конечно, это было бы делать проще, эффективнее, если бы мы объединяли свои усилия с нашими партнерами. Конечно, и прежде всего речь идет о партнерах по Евразес. Об этом мы говорили и в неформальных условиях, этом предлагалось нашим партнерам. Это вызывает интерес у многих. В том числе и потому, что у нас и исторически, и на сегодняшний день очень доверительные отношения друг с другом. Мы допускаем, готовы не только допустить наши разработки, мы готовы делиться тем, как это делается, чтобы наши друзья и партнеры в странах Евразес создавали свои национальные платформы и готовы вместе с ними работать. И вот это чрезвычайно важная сфера деятельности. Но, как я вчера говорил, для того, чтобы развивать искусственный интеллект, нужно не только капиталовложения, нужны и энергетические ресурсы огромные. Вот Google там собирается создавать там несколько таких платформ, по-моему, по 1 гигаватту. Но у нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имея в виду, что там холодный климат, и охлаждать можно естественным способом. То есть у нас есть явные конкурентные преимущества. Мы готовы и хотим, и будем сами развивать все, о чем я сказал, но готовы не просто делиться, а сотрудничать с нашими партнерами по Евразес. И это вызывает интерес у наших друзей и партнеров. РИА Новости, позвольте. Назигуль Хорошо. Жусупова. Мы слышали все заявления участников сегодняшнего саммита, но позвольте узнать о ваших личных впечатлениях. Сохраняют ли страны-участницы ЕАЭС заинтересованность в углублении интеграции? Насколько конъюнктурные сложности влияют на ситуацию? И, как мы знаем, ровно 12 лет назад именно в Астане было принято решение о создании ЕАЭС. Каким вы видите будущее Союза? И следующий саммит пройдет в таком же составе или могут быть какие-то перемены? И будут ли перемены по уровню интеграции стран? Спасибо. Вы знаете, все сохраняют интерес. Ну, вот, в случае с Арменией вы все знаете. Во всяком случае, я рассказал именно так, как рассказывал и докладывал своим коллегам в узком составе, ничего не утаил. Вот я как там вещал своим коллегам, прям пункт в пункт я сначала там записал, а потом с этой же записью к вам пришел. Никаких секретов нет. Что касается интереса всех партнеров, да, он сохраняется. Да, больше того, он растет. Потому что те страны, которые работают как бы в открытую, они видят реальный позитивный результат от этого сотрудничества, видят перспективу этого взаимодействия и заинтересованы в дальнейшем развитии. Что касается будущего, как оно будет выглядеть,
нам бы всем очень хотелось, и мне тоже, чтобы оно было высокотехнологичным прежде всего, чтобы оно не было основано на просто на каких-то взаимных сырьевых поставках или просто продуктах питания, что очень важно для обеспечения продовольственной безопасности, но чтобы оно было высокотехнологичным, с обменом товарами, услугами и товарами высокой добавленной стоимостью. Но именно поэтому казахстанское председательство вынесло во главу угла нашего общего заседания вопрос об искусственном интеллекте как об одном из ключевых элементов будущего развития. Вот, надеюсь, так оно все будет. Да, и мы договаривались, что мы, как традиционно, если ничего не помешает, в декабре встретимся в Петербурге. Владимир Владимирович, можно мне задать вопрос, пожалуйста? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, вы между собой там определитесь. Зададим тогда вопрос, Да, чтобы... пожалуйста, давайте вдвоем. Спасибо. А я как раз про Кира Латухина, «Российская газета». У меня как раз вопрос про Санкт-Петербург. На следующей неделе стартует другое крупное международное мероприятие. Это Санкт-Петербургский международный экономический форум. Да. Вы каждый год на нем выступаете с программной речью. Наверняка в этом году будет то же самое. Будет тоже масштабная программная речь. И вот хотелось бы знать какие-то подробности. Может быть, вы с нами поделитесь темами, которые вы хотите там поднять. Вот. И, возможно, еще хотелось бы знать, кто-нибудь из ваших коллег по ЕАЭС приедет на этот форум. Что касается части вашего вопроса, касающейся как бы субстантивного наполнения, содержания, то давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать. А по поводу участия наших партнеров по Евразес, они каждый год приезжают на это мероприятие, в Петербург на экономический форум. И в этом году будут большие делегации. Будет и главный гость, он как раз из числа стран-наблюдателей Евразес. Владимир Владимирович, а можно один маленький вопрос уточнить про... Сейчас, Андрей, сейчас, пожалуйста, давайте. Елена Ширяева, телеканал «Мир». Вы не раз говорили о том, что в той стране, где хорошо тиграм, хорошо всем. Вот Россия передала Казахстану 4 амурских тигра. Какой, на ваш взгляд, самый главный смысл в этом проекте? Самый главный смысл – это то, что мы сотрудничаем в гуманитарной сфере, очень важное для нас восстановление природы. Мы же, не мы, конечно, тигров истребили здесь, в степях, но когда мы вместе жили в составе единого государства, все это происходило, мы несем за это ответственность тоже. Но если мы сейчас в состоянии поддержать наших коллег в их стремлении восстановить фауну, ну что же, мы так и делаем. Это ответ на то, что делают наши друзья в этих сферах по другим направлениям. Но я, допустим, приведу пример, но это не из Евразес, но тем не менее, Таджикистан нам снежных барсов дарил в свое время. Мы восстанавливаем снежных барсов, в том числе на Кавказе. Много других примеров подобного рода. Мы сотрудничаем, я говорил о сотрудничестве в гуманитарных областях, это одно из направлений нашего взаимодействия. Владимир Владимирович, можно Сейчас, вопрос? Андрей, дайте, пожалуйста. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, на последней пресс-конференции 9 мая вы сказали, что, по вашему мнению, дело на Украине идет к завершению. Не могли бы пояснить, что вы имели в виду? А то с тех пор, вот как вы это сказали, собственно говоря, все и ломают себе голову над этим. И считаете ли вы сейчас так по-прежнему, несмотря на удар в Старобельске, например, на то, что были обещаны удары по Киеву. И если все-таки вы так считаете, скажите все-таки, когда, по-вашему, завершение? Да. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду.
Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили тоже, посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Ну, не знаю, вы, наверное, посматриваете. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Вот удар был тоже у нас в ответ на их преступление в отношении детей в Старобельске, был наш удар по Киевскому региону. Вот о том, что мы ударили по Киевскому региону с утра до позднего вечера. Злобный такой-то, агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы. Но вы знаете, вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто это не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания. А дальше следующий шаг. Дальше показывают дроны, которыми Украина наносит удары. Вот говорит, вот это говорит, они примеряют дроны, это говорит об успехах украинской армии, а дрон стоит столько-то. Сразу намекают своим гражданам, надо раскошелиться, надо заплатить. Это что? Это средство массовой информации? Да нет. А теперь вернусь к тому, о чем я уже сказал, и что вы спросили. Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению. Можно про Лукашенко, встречу с Лукашенко? Можно? Сейчас, давай. Павел Зарубин, телеканал «Россия». Европейские политики и даже лидеры практически ежедневно заявляют о том, что они готовятся к войне с Россией. Даже даты конкретные называют. И логичный вопрос, а мы готовимся к тому, что они готовятся к войне с нами? Во-первых, что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело, это результат их политики, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду выдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР, которых мы долго не признавали, годами не признавали, а потом, когда убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены оказать содействие и двум непризнанным тогда республикам, признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательство ответить на их просьбы о их защите. Этот договор был ратифицирован, в том числе прошел через Верхнюю палату Российского парламента. Через парламент прошел.
Мы сделали все абсолютно прозрачно, законно и последовательно, шаг за шагом. А они привели к сегодняшней трагедии. А сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую, показать, что это Россия агрессивна. Нет, это их политика. От первого шага, когда они обманули нас о том, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает, до трагедии на Украине с госпереворотом, это все результат их политики. И пусть они не обманывают свой народ. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Все, что они делают, это только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщику европейских государств. Можно уточнить про встречу с Лукашенко, Да, пожалуйста. которая была, вот буквально вы проговорили Да. 1,5 часа. И, может, вы с нами поделитесь темами, которые вы обсуждали. Наверняка Александр Григорьевич поделился с вами своим разговором с Макроном. И, возможно, в ходе этого разговора звучали какие-то персоналии, которые могли бы участвовать в диалоге со стороны Европы с Россией. Лана Самсони, Интерфакс. Спасибо. Александр Григорьевич действительно поделился со мной своим содержанием своего договора с президентом Франции, но я считаю некорректным сейчас об этом рассказывать, потому что все-таки это телефонный разговор между двумя президентами, и если Александр Григорьевич это сделал, ну, я думаю, что он это сделал, исходя из того, что и президент Франции хотел, чтобы он это сделал, но я не знаю, имею ли я право раскрывать характер их разговора и то, что Лукашенко довел до меня. Извините. Можно еще один вопрос, Да, пожалуйста. Спасибо. Анастасия Володина, телеканал RT. Вопрос такого характера. Недавно в опубликованном докладе СВР говорилось о том, что Украина направила своих операторов беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов на территорию Латвии. Соответственно, таким образом планирует наносить удары по территории России. Если такие запуски будут зафиксированы с нашей стороны, какой ответ мы можем ожидать? Спасибо. Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давайте. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, как вы сегодня оцениваете состояние переговорного процесса, учитывая и зверскую историю в Старобельске, и то, что Трамп сейчас занят другими делами? Только, как многие говорят, поставлены на паузу. Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются, но переговоров как таковых нет. Хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров. Пожалуйста, мы их не останавливали. Мы готовы к их предложению. Да, ну, пожалуйста, пожалуйста. Александр Григорьевич Лукашенко только что поднял на заседании очень болезненный вопрос для многих российских автолюбителей. То, что, собственно, после того, как был введен утилизбор, цены на автомобили, которые, допустим, из Беларуси заводят наши автолюбители, они выросли в 2 раза. Вот, во-первых, было ли это целью нашей? И, во-вторых, обсуждали, ну вот, собственно, сам Александр Григорьевич поднял, обсуждали ли вы это на своей встрече с ним сейчас? Нет, на встрече с Александром Григорьевичем, вот на вечерней, мы этот вопрос не обсуждали, но мы очень много и часто дискутировали по этому вопросу. Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок на товаров, произведенных в странах Евразес, и тем более произведенных в Беларуси, в нашем союзном государстве. Наши все действия направлены на то, чтобы обеспечить чистоту этого процесса и добиться того, чтобы через рынок наших партнеров не осуществлялась поставка какой бы то ни было продукции, в данном случае продукции автомобилестроения, из третьих стран. Вот в чем фишка. В том, чтобы не выглядело так, чтобы осуществлялась крупноблочная сборка, а потом, чтобы этот товар попадал сразу на наш рынок. И это сложная такая кропотливая работа, которую ведут соответствующие министерства и ведомства, считая, сколько процентов в том или другом товаре является процентом
национального происхождения. Не знаю, Казахстана, Кыргызстана, Армении, пока она является членом Евросоюза, Белоруссии. И вот там высчитывают, сколько процентов в этом товаре является, собственно, локального производства. Вот в этом все дело. И мы ведем этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно. Могут быть какие-то нестыковки, какие-то взаимные претензии, споры, но это рабочий мафос. Можно еще про Армению уточнить? Давайте. Александр Юрьевич Флайк. Вот если вдруг Армения начнет затягивать проведение референдума... Если бы дальше продолжать или не надо? Как долго она сможет сидеть на двух стульях? Давайте, спросите у тех, спросите у тех, кто пытается это делать. Можно про Калининград? Сейчас, Дим, давайте. Про Калининград хотела спросить, тоже продолжение коллег. В последние месяцы все чаще звучат заявления из стран Прибалтики по поводу нападения НАТО на Калининград. И вот недавно было заявление главы МИД Литвы, который сказал, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области. В целом, как вы считаете, может ли быть в целом такое нападение, каким будет ответ? Да, как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО. Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать. Спасибо. Газета «Известия». Позвольте, пожалуйста, Алена Нефедова. Да, в Евросоюзе все никак не определяться с кандидатурой, которая будет говорить с Москвой от лица Брюсселя. Вы уже предлагали для себя наиболее предпочтительного. Это был экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. И сейчас европейцы обсуждают, они, к сожалению, это проигнорировали, никак не отреагировали и предлагают... Нет, они отреагировали. Реакция была. Они без воодушевления эту кандидатуру. Я это заметил. Была и положительная реакция, и отрицательная. Но и положительная была тоже. И что? Но, тем не менее, они сейчас обсуждают другие кандидатуры, звучат несколько имен. В частности, это президент Финляндии Александр Стуб, это бывший канцлер Италии Марио Драги, это также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Евросовета Антонио Кошта. Есть ли среди этих лиц тот, кто был бы для Москвы наиболее предпочтителен как переговорщик от Брюсселя? Я думаю, правы те в Евросоюзе, которые говорят, что они сами должны определить переговорщика. Мы им не назначаем. Я когда назвал фамилию господина Шрёдера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг, там и так далее. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? Но это вызывает известное доверие. При этом, несмотря на нашу с ним дружбу, он всегда, вот я хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы и у нас это узнали, и в Федеративной Республике, всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства. Вот мы начали строить северные потоки. И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше, пытаются, нефть получить из Казахстана. Но прокачка-то все равно через нас проходит. Пытаются то и пятое, раз десятое. Сейчас не буду перечислять. Но фактически пытаются кое-что восстановить. Но Шрёдер же это и сделал в интересах немецкого народа. И очень часто у нас это все, что так легко происходило, что ли? И споры были, и непонимание. Но мы всегда хотели найти компромисс. И мы его находили. Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики,
Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим. Надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет. Можно ему доверять в чем-то или нет. Вот мы вели переговоры в Минске в свое время, подписали Минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы. Теперь уж точно достаточно. Большое вам спасибо. Не сердитесь уже, хватит. Спасибо. Всего хорошего.